Итак, сегодня вы узнаете, как управлять своими расходами и доходами, как составлять свой финансовый план, как правильно распоряжаться своими деньгами и формировать сбережения. Узнаете, как избежать финансовых ошибок и как отстаивать свои права. Что же отличает финансово грамотного человека от других? Во-первых, финансово грамотный человек, он ведет учет расходов и доходов, знает свои права в сфере финансов, владеет актуальной информацией и знает, как ее применить. Он имеет сбережения, умеет выбирать финансовые услуги и тратит меньше, чем зарабатывает. Каждый из нас думает, что чтобы быть успешным и счастливым, нужно быть обязательно бизнесменом, потому что вроде как больше денег только у тех, кто владеет собственным бизнесом. Но на самом деле управлять своими деньгами можно и не обязательно, когда ты бизнесмен. Можно и, работая на обыкновенной работе, формировать свой резервный фонд, свои сбережения и достигать поставленных целей. В принципе, предпринимателем в этом случае быть не обязательно. То, что нам выплачивают на работе, это называется заработная плата. То есть это наш доход. И этот доход сохраняется на тот момент, пока мы можем работать. То есть вот пока у нас есть активный возраст, мы работаем, получаем зарплату. Да? И за этот период взрослые стараются формировать свой семейный бюджет таким образом, чтобы и оставалось и на путешествия, и на развлечения, и на оплату коммунальных услуг, и на оплату транспорта, и на формирование сбережений до пенсионного возраста, то есть до выхода на пенсию. Потому что когда мы выходим на пенсию, мы получаем только обязательные выплаты пенсионного характера от государства. То есть это вот государственная пенсия, которую нам платит государство. Ну, как правило, это совсем небольшая сумма, и поэтому, если мы сейчас уже начинаем задумываться о том, что мы будем делать в старости, да, и как мы будем жить, то мы формируем вот этот вот свой фонд, и перед выходом на пенсию у нас получается накоплена такая, ну, вполне приличная сумма, которую мы можем распорядиться на свое усмотрение. То есть мы можем работать на пенсии, можем уже не работать, потому что, смотрите, если, допустим, откладывать хотя бы 5000 в месяц, это 60 тысяч в год, и если эту сумму умножить на 10 лет, представьте, сколько получается, да? То есть сумма выходит вполне себе приличная, и она позволит какое-то время вообще не задумываться, просто отдыхать. Возможно, можно отправиться в путешествие, да, таким образом отпраздновать свой выход на пенсию. Естественно, обязательные траты никто не отменяет, но эти траты нужно распределять грамотно. То есть, когда вы получаете, все равно у вас, каждый человек приходит к тому, что у нас есть ежемесячный доход. И обязательно нужно составлять свой финансовый план. Мы рассказываем о финансовом планировании взрослым, мы рекомендуем им откладывать 10%, это само собой, да, и формировать резервный фонд, то есть подушку безопасности в размере, ну, как минимум в 3 месячных дохода. И желательно, чтобы этот резервный фонд, он хранился либо на депозите в банке, либо на специальном карточном счете. Но чтобы это было такое вложение, сбережение, да, которое приносило бы дополнительный доход. С возрастом у нас меняются цели. Соответственно, ваш финансовый план, он тоже должен меняться. Если вы поставили перед собой цели и составили свой финансовый план уже сейчас, вы большие молодцы. Но цели, они растут вместе с нами. И цели растут, кстати, вместе с доходами. Вам, наверное, всем знакома такая басня, как «Стрекоза и муравей». Да? Вот есть муравей, который он все время трудился, он все время готовился к зиме, там, скажем, да? Он собирал, все лето работал, копил еду, там, копил дрова, то есть он сделал себе крепкий домик, да? И полностью был готов к зиме. А стрекоза, она все лето летала, как бы ничем не заботясь абсолютно, проводила очень праздно время свое, и когда пришла зима, и, соответственно, стрекоза оказалась
на холодной улице, без теплой одежды и так далее, да, в отличие от муравья. Вот с пенсией то же самое. Те, кто формируют свои накопления к выходу на пенсию, то есть на протяжении всей жизни потихонечку откладывают, независимо от размеров собственного дохода, да, независимо там, от постановки цели, но обязательно формируют вот этот вот резервный фонд, то те, вот как этот муравей, они остаются подготовленными. То есть у них, им не приходится при выходе на пенсию сокращать собственные расходы. То есть они ведут ту жизнь, абсолютно тот образ жизни, к которому они привыкли, когда они работали, когда у них был постоянный доход. Потому что, допустим, вот мы получаем зарплату, да, в 50-60 тысяч, а представляете, выходишь на пенсию, и ты получаешь всего 18, ну, не знаю, там, 13 тысяч. Но это, соответственно, все равно же меньше, чем тот доход, чем тот доход, который мы получали, работая на основной работе. И поэтому, чтобы не быть вот такой вот стрекозой, задумайтесь об этом заранее. То есть задумайтесь о своей старости самостоятельно. Ну, никто, кроме вас, этого не сделает. Вот. Лучше сделать это, позаботиться о своей старости самостоятельно, чем ждать потом, а вдруг вообще пенсии не будет. Вот. То есть никто же этого не знает. Есть еще такое понятие, как инвестиции. Да? Ну, вам еще об инвестициях знать рано, будете чуть постарше, вы обязательно можете эту тему изучить. Но все равно к любым инвестициям, к любым вложениям нужно подходить очень ответственно. Сначала изучите эту тему, сначала изучите официальные источники. Вот мы в самом начале я сказала, что финансово грамотный человек – это тот человек, который умеет правильно использовать информационные ресурсы. То есть пользоваться информационными ресурсами в свою пользу, да? То есть узнавать что-то новое, но из официальных источников. То есть если вам кто-то из знакомых рекомендует, допустим, стать инвестором и разместить свои денежные средства там, в какую-то фирму, которая гарантирует там, супер высокодоходный доход под какие-то бешеные проценты, сначала изучите, зайдите в интернет, проверьте, есть ли у этой фирмы лицензия на оказание финансовых услуг. Если у нее лицензии нет, то и, соответственно, дел с этой фирмой иметь не стоит. Потому что это чревато тем, что вы станете жертвой финансовой пирамиды. Вы станете жертвой финансовых мошенников, которые просто возьмут ваши деньги и улетучатся, и вы останетесь без денег и без дохода. И получите вот такой вот нехороший опыт начинающего инвестора. Учиться инвестированию лучше у профессиональных брокеров, которые работают не менее 10 лет, которые внесены в реестр, опять же, Центрального банка Российской Федерации на сайте cbr.ru. Проверьте наличие у брокера лицензии на ведение деятельности на территории Российской Федерации. Если этой лицензии нет, то и дело иметь с этой организацией не стоит. Под описанием видео обязательно будет размещена ссылка на сайт Центрального банка Российской Федерации и на сайт нашего центра, регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия, где вы можете узнать много интересного в области финансовой грамотности. Спасибо за внимание. Всего доброго.